Каждого на этой земле Бог осеняет особым даром, у каждого свое особое предназначение. Важно понять свою суть и вовремя раскрыть свои таланты. Международный центр развития человека, организованный заслуженной артисткой Республики Саха-Якутия Саиной, помогает раскрыть таланты человека. Здесь по уникальной методике Бараталиева можно за 10 дней научиться английскому языку, рисовать картины, петь, научиться строить взаимоотношения. Раньше он назывался «Вокальная школа Саины», потом «Арт-студия Саина плюс» называлась. То есть, и вот центром мы назвали его 27 августа 2017 года. Саина сама незаурядный человек, поет песни на многих языках, играет на различных инструментах и достойно представляет республику и Россию на международных площадках. Это правда, что вы поете на 20 языках? Правда? Будет интересно послушать, я тоже говорю да. Спасибо. Ну, вообще, я никогда не была певицей. Ну, так, к слову. Здравствуй, Якутск, как ты живешь, мимо бегут года, не оставляя следа, словно мгновенья. Здравствуй, Якутск, старый мой друг, ты молодой всегда. Я поздравляю тебя с днем рождения. Я сначала хотела стать врачом, потом хотела стать аранжировщиком. У меня, в общем-то, такой огромной мечты стать певицей не было. Но, может быть, врач – это большая такая была мечта – лечить людей. Может быть, эта профессия как-то, может, мне помогла, то есть эта мечта помогла мне. И, будучи ученицей музыкальной школы, я, как и все дети, пела в хоре, в ансамбле, изучала сольфеджио, гармонию. Но мои родители музыканты, отец у меня саксофонист, кларнетист, мама дирижер-хоровик. Ну и все. Я одна выходить на сцену боялась. Потом, когда уже появилась Саина, я решила, так сказать, раз есть имя, надо его доказать, что я умею все делать, да? И 20 лет я как Саина осталась, и это как родное имя уже. Ну, я, конечно, сначала очень боялась петь на публику, выходить на сцену, и стала работать над собой. И вот первое мое вот знакомство со мной, вот с Катей Савиновой, это началось работа над собой, над своей личностью, над своим личностным ростом. Что я могу, почему я стала вот певицей, значит, я должна радовать людей, давать им хорошее настроение. Что мне не хватало, я вот над этим очень сильно работала. Ну, например, я поняла, что мне надо научиться петь еще лучше. Я занималась вокалом в Москве, специально ездила к своему преподавателю, и после этого поняла, что есть понятие природный голос. То есть, когда я услышала свой голос и свой, оказывается, хороший диапазон есть у меня, я очень удивилась. Оказывается, человек, когда развивает себя и когда встречает наставников, тогда, получается, он растет. То есть он один в этом мире, конечно, тяжело развиваться. Ты можешь потерять время, ты можешь потерять годы на свой рост. Поэтому, когда ты встречаешь наставника, мастера, это, конечно, очень большой подарок Вселенной. Я не знаю, в какой
Лапландии живет Дед Мороз, но то, что он живет в Якутии, это точно! Вот Снегурочка, победитель новогоднего капитал-шоу «Поле чудес». Слово. Ну? Слово. Ну? Ощипывание. Как? Ощипывание. Она выиграла супер-игру! Творческий, самобытный человек, очаровательная, несет людям положительную энергетику и динамику. Мы решили поинтересоваться, почему же Саина решила заняться развитием своего центра. Мир идет больше к творчеству, так скажем, да, потому что мы уже устали от этой вот высоких технологий. Там, человек начинает возвращаться к себе, то есть находить гармонию с самим собой. И вот поэтому сейчас очень популярны стали вот эти вот мотивационные тренинги. То есть сейчас во всем мире тренеры, спикеры, так скажем, модное слово, коучи, это стало сейчас очень такое востребованное, потому что мир стал сложный. И надо все-таки человека разгрузить, а для этого опять же нужны наставники. Быстро меняющийся мир диктует новые требования для человека. Знание английского языка помогает чувствовать уверенно себя в любых странах мира. Современный человек зачастую космополитичен. Владение английским языком откроет мир каждому из нас. Я верю, что у человека есть достаточно возможностей и способностей, чтобы он освоил большую программу за короткое время. Найдены принципиальные моменты соотношения русского языка с английским языком и с другими языками. Я научу вас английскому языку за 10 дней. Английский для меня это моя мечта. С детства я говорила на английском, читала книги, не понимала, то есть я немножко так понимала основные слова, но мы любили с сестрой читать диалоги. То есть нам нравилась эта речь, и звучание, да, и в 4 классе я победила даже в Олимпиаде по английскому языку. Но вот такая мечта у меня почему-то пропала, когда я училась здесь в якутской школе, потому что я поняла, что грамматика для меня это очень сложно. Но сейчас, когда вот я познакомилась с Рашидом Бараталиевым, его методика, конечно, пробудила опять эту любовь к языку, и оказалось, что грамматика-то очень простая на самом деле, и этот язык для меня, он является, так скажем, рабочим. Я веду переговоры уже сама. Для меня было важно, чтобы никого не просить, опять же, переводить, и это для меня как необходимость. For 40 years. В самую первую очередь, английский за 10 дней что дает людям? Дает понятие о языке. Понятие о языке и структуру целую. У нас 3-уровневые курсы, 1, 2 и 3. Вот. В целом за месяц можно выучить английский язык. Первые 10-дневки, в основном люди первые 10 проходят. Почему? Потому что это основная база. А потом они могут дальше уже путь видеть, и путь яркий, и очень увлекательный, скажем. В первый день я выучил то, что не мог выучить в школе уже много лет. Потому что, вот как мне говорили, главное сейчас все закрепить, иначе потом будет сложно. И я также думал в 2, 3 классе, когда только начинали проходить английский. И я не обращал внимания на всякие мелочи. И сейчас у меня большие трудности в этом в школе. Вот именно с этим, то, что мы проходили в первый урок. Вот, и я выучил уже, вот эти трудности исчезли. Я советую сходить в эти курсы, потому что это очень классно и очень с легкостью дается выучить английский язык тем, кто не может это сделать много лет.
Я проходила эти курсы вместе со своими дочками, с 2 дочками, да. А почему именно я пошла на эти курсы? Потому что я являюсь многодетной мамой, и, конечно же, все мои дети изучают английский язык, и мне очень сложно было выполнять домашние задания, так как в школе я изучала французский язык. И для меня была проблема каждый раз беспокоить своих знакомых, там, своих родных, чтобы со мной кто-то нам уделил время для выполнения наших домашних заданий. И с этой целью я, конечно же, пошла на эти курсы. Даже не пройдя вот полный курс английского языка, у меня появилось полное понимание того, как нужно строить предложения, как правильно задавать вопросы. Сейчас я с легкостью я разбираюсь в грамматике. Конечно же, не до конца знаю неправильные глаголы, но за 6 дней это такой прорыв для меня. За 6 дней это столько знаний. Я очень благодарна. Я думал, что никогда не выучу английский. Теперь появилась огромная надежда, что я его выучу. Огромное спасибо Рашиду, Кате за то, что она привезла Рашида. И всем советую сходить на этот курс. И самое главное, что это не только изучение английского языка происходит, а у тебя появляется умение слышать, быть внимательным, быть в фокусе. То есть у тебя у самой какие-то даже вот, какого-то личностного, что ли, понимания, появляются какие-то возможности. Расширяется мозг. Ты начинаешь понимать, как важно слышать. Если я, например, до этого все время любила записывать, теперь я буду любить слышать и учиться слышать, чтобы мой мозг воспринимал вот столько информации. Короче, это круто, ребята. Махтал. Супер. Мне эти курсы очень понравились. За эти 10 дней мы научились пользоваться временами. Для меня вот это было самое главное, потому что у меня есть какой-то запас слов, но я не умела им пользоваться, поскольку я не знала, как пользоваться временами в английском языке. Теперь я это поняла, и меня это очень радует, что я теперь могу общаться на своем языке. Наверное, каждого из нас хвалили за неумелые рисунки в детстве. Дрожащей рукой мы выводили на бумаге смешные рожицы, рисовали семью, рисовали, по сути, свое будущее. Чадолюбивым родителям казалось, что в каждом из нас кроется Пикассо, Дали или Марк Шагал. Центр Саины помогает окунуться в давно забытый сладостный мир детства, полный ярких красок. Каждое направление в моем центре – это я для себя сначала прошла. Люди приходят с удовольствием. Опять же, это отдых. Люди отдыхают, люди верят в себя. Я не умею рисовать, это пропадает после, наверное, получаса рисования. И мне очень радостно, что я тем самым помогаю, тем самым вношу свою небольшую лепту в жизнь этого дивного северного города. Если мне это стало интересно, если я путем этой методики что-то в себе открыла новое, то я удивлена, я настолько, оказывается, еще могу рисовать. Для меня это было открытие в Москве, когда я прошла мастер-классы по правополушарному рисованию. Мне сказали, вот это называется арт-терапия. То есть на что я вот обратила внимание, ключевое слово было арт-терапия. Смотрите. Резкий косогор, как в песне поется, и поворот. Не рисуйте, посмотрите. И доходим куда-то вот прям до нашей косматой травы. Здесь свет. Свет на картине идет отсюда. То есть такая пятерня. А потом другой стороной кисточки мы по этой траве, вот тут уже в разные стороны. Я пошла проверить, что же это такое, и начала сомневаться еще больше, будучи сидя в фартуке с кисточкой. И когда тренер, тоже тренер, да, она спросила, что вы чувствуете сейчас? Я ответила, вы знаете, я не верю, говорю, я никогда не рисовала и не верю до сих пор, сидя вот с кисточкой. Я просто не знаю, что я здесь делаю. И потом, будучи через несколько часов, когда получились вот эти картины, и преподаватель показывает эту мою картину, и другие люди, сидящие, так скажем, аплодируют, мне прямо до слез было радостно, да неужели я еще умею рисовать?
Но если я научилась рисовать, так это же любой может сделать. И поэтому с такой радостью я после этого мастер-класса встала, спела, сыграла на хомусе и сказала: я из Якутии. Обычно я никому ничего не говорю в Москве. Вот, поделилась такой радостью. Говорю: спасибо вам огромное, вы подарили мне совсем другие ощущения, чувства, эмоции. Спасибо вам за это, да. И когда они узнали, что я из Якутии, они прибежали, администраторы, и сказали: давайте мы приедем в Якутию, мы любим ваши ленские столбы, мы мечтаем попасть в Якутию, только нам нужен организатор. И в это время рука уже сама поднялась, я сказала: я была организатором, но правда мозг, разум сказал: ты же не умеешь это делать. Как ты собираешься вообще это организовывать? На что как бы мои эмоции и разум, они всегда так общаются, да, и говорят: ну, получится. Якуты – поющая нация. Есть даже народная поговорка: якут, сев на лошадь, обязательно поет песню. Песня помогает нам жить, преодолевать различные препятствия. Недаром многие психологи советуют при депрессиях и стрессах петь песни. Обучение вокалу – это жемчужина центра Саины. Сама певица обучает учеников правильному дыханию и формированию певческого голоса. Секреты рассказывать не буду. Секреты только расскажет наша вот Саиночка, которая любила нас в себя вообще. Мы тебя так заочно знали, да, думают: о, ну это же звезда, да, ну куда же, чтобы мы так с ней стояли. Мне это вообще в голове не укладывалось. А когда вот про тренинги сказали, да, это, конечно, можно: ой, я так петь хочу, так петь хочу. Я-то сказала и все, и забыла. Такой: все, говорит, идем. Говорю: куда идем? На тренинги идем. Говорю: какие тренинги? К Саине. Да. Я говорю: может, давай в следующий раз, там, давай отмазываться всяко разно. Но спасибо моему мужу, сказал: нет, все, пошли, все, вместе. И тем более, когда я узнала, что мы вместе, поняла сразу: ну как хорошо. Не страшно. Спасибо. Молодец. Молодец. Спасибо еще раз огромное. Так что... А тут еще когда со звездой стоишь, что ты еще... Я уже тоже старожил, или как долгожитель. Я уже потеряла счет, да, который раз делал Саины. Я думаю, что мы не расстанемся вообще. Мы будем приходить с девочками еще и еще, потому что это такой позитив, это такое действительно удовольствие, это такое счастье, это такое открытие. Я уже говорила, еще раз повторюсь, что Саина — это уникальный человек. Очень страшно было, честно говоря. Очень страшно. Коленки дрожали, руки дрожали, микрофон вцепилась, вообще сердце колотится, нос трясется, глаза выскочить хотят. Вообще, внутри так хорошо. Я это сделала. Я действительно в первый раз на такую публику спела. Браво! Честное слово. И я очень счастлива.
благодаря Саине, благодаря поддержке моей семьи, я посвящаю эту песню своей семье. Это в первую очередь родителям, мужу, моей дочке Нарьяне, племяннице и сестре. Браво! Мир людей – это мир коммуникаций. Общаясь, мы познаем мир. Умению общаться тоже надо учиться. Существуют уникальные методики межличностного общения. Этому учит мотивационный тренер Жанат Джисупов. Как правильно сконструировать свою жизнь, об этом его популярные тренинги. Каждого человека посылают не просто так же, да? Каждая встреча – это очень интересно. Поэтому то, что я встретила Жаната Джисупова, это тоже не просто так. Это всему свое время. У нас есть общий друг Рашид Керимович Бараталиев. У него авторская система «Английский язык за 10 дней». Он ей рекомендовал меня, по ее словам, 2 раза предлагала, она не услышала. Ну, 3-й раз она присмотрелась, начала изучать меня в YouTube-канале, увидела, что я неплохо выступаю в Москве, в Питере, причем Санкт-Петербург, это как бы считается престижно, там полный зал, 500 тысяч человек. Вот это ее зацепило. Мое кредо – действуй. Насколько человек проявится в этом мире, настолько у него отразятся в кармане. Мир таков, каков его созерцатель. Сейчас я буду бить по вашей голове бутылкой. Кому нужен мужик без денег? Кровь видите все? Ваше творчество, ваше проявление как человека, а не животного. Есть картинка? Ваш дух никто не может словить. Просто сделать шаг. Не откладывайте на потом. Увидите свой бизнес сейчас. Соберите воедино ваше тело. Подключите вашу душу. Хвалите себя, любите себя. Есть желающие? Жанат Джисупов. Готовьтесь. То есть на тот момент я думала, что у меня то есть была оболочка успеха, так скажем, имя есть, звание, все есть. На самом деле, когда я познакомилась с материальными такими делами, так скажем, да, оказывается, я не умею это делать, не умею контролировать, не умею там вести финансовые вот эти вот дела. То есть мы творчески, опять же, витаем в облаках, и как многие так и думают, я не хотела, чтобы обо мне так думали. Я всегда мечтала иметь знания, вот, то есть я всегда хотела знать, как правильно вот зарабатывать, так, чтобы деньги сохранились, так, чтобы их приумножить. То есть всегда я это изучала. Вот. Ну и так получилось, что у нас в семье никого нет, тот, кто знает. И получилось так, что как вот по течению пошло. Не тот путь, когда человек выбирает, как говорит наш тренер, да, то человеку даются вот такие вот знаки. Это, начнем по степени популярности, техника прощения. Цель этого тренинга – помочь людям разобраться, почему они привлекают такие ситуации. Соответственно, неправильное взаимодействие с миром приводит так называемые обиды, и все это находится в теле человека, в душе человека. Поэтому задача этого тренинга – помочь убрать эти зажимы, спазмы, и самое главное – не совершать больше таких ситуаций, потому что это своего рода уроки. Следующий тренинг по популярности – это цель все достигает. Цель этого тренинга – чтобы человек всегда имел цель. Цель – это есть путеводная звезда. Если человек не имеет цели, он вынужден жить по животным инстинктам. Следующий тренинг по популярности – это «Будь здоров». «Будь здоров» – тренинг о том, что, конечно, очень много сейчас тренингов по понятию здоровья, оздоровления и так далее. Этот тренинг, я считаю, что там собраны, пропущены все через меня, все выжимки, вот, ну, с акцентом на философию йоги. Следующий тренинг – это «Мужчина и женщина. Наука взаимоотношений», или по-другому называем «Секреты счастливой семьи». Это тренинг для тех, кто не может понять, почему до сих пор не замужем, почему до сих пор не женился, как правильно жениться, как правильно выйти замуж, как выбрать свою вторую, так называемую половинку.
Кто замужем, уже разобраться, почему мужья, жены не такие, как вы хотели бы, почему есть какие-то скандалы, ссоры, недопонимания. Следующий тренинг – это техника накачки энергии. Сейчас в нынешнее время людям, как выжатые лимоны, не хватает энергии, поэтому отсюда усталость, апатия. Люди компенсируют где-то этот отдых, какие-то энергию через еду, через... Вот я говорю совершенно другую философию, что, оказывается, можно определенными технологиями, каждый день, если выполняя, люди почувствуют реальную пользу, реальную существенную эффективность, и это скажется на малом потреблении еды, на малом количестве сна. Следующий тренинг, который тоже не менее популярный, это «Делай деньги». Этот тренинг говорит о чем, что в первую очередь люди узнают на этом тренинге, кто они в этом мире денег. А когда они узнают, кто они такие, кто они в этом мире денег, они понимают, почему у кого-то больше, у кого-то меньше, у кого-то вообще их не бывает. Следующий тренинг «Выступай». Выступает этот тренинг специфический, он, в принципе, можно его не проходить кому, но это для людей, которые в сетевых компаниях, которые обязательно условия должны уметь техника презентации, техника выступления, техника продажи. И на вопрос, чем же отличаются мои тренинги от других подобных на нашем сегодняшний день, очень много, я согласен, целостная картина. Кто проходит сразу ряд тренингов, 7 тренингов, создается целостная картина мировосприятия, мироздания. Вот. И вторая, в чем уникальность, как говорят мои выпускники, тренинги проходят весело, непринужденно, на одном дыхании. После этого по любых тренингов люди сближаются, продолжают дальше общаться, контактируют, коммуницируют. Вот. И эти тренинги, на первый взгляд, легкие, но, с другой стороны, заставляют многих задуматься. А вот идите в новые. Возможности находятся в новом, а не в старом. Эти деньги достаются кому? Когда мне порекомендовал Жанат открыть международный центр, я, конечно, сопротивлялась, говорю, нет, для меня же страшно, опять расписание, график, я же свободный человек, захотела, уехала там, захотела, приехала, да, и меня ставили в рамки, как будто мне так казалось. На самом деле это оказалось некое такое обучение, то есть, опять же, через себя я все пропускаю, и поэтому получается так, что деятельность этого центра, конечно, она и мотивационная, да. Самая главная роль, что мы даем людям надежду на лучшее, на лучшую жизнь. То есть надежду и как вообще сделать жизнь проще. Не всегда наша жизнь стабильна и предсказуема. Как говорится, жизнь носит свои коррективы. Умение разглядеть новые перспективы и шагать в ногу со временем дано не каждому. Саина всегда отличалась самобытностью исполнения и нетривиальным подходом к жизни. Когда-то она спела гимн Якутску, и родной город отвечает ей взаимностью. Пусть ее детище, Центр развития человека, расширяет свои горизонты. Когда у человека появляется вопрос, то он ищет ответ. Поэтому он идет так, неужели действительно это реально английский за 10 дней? Неужели я за 10 занятий спою и выйду на сцену? Неужели я нарисую за 2 часа? Неужели я там прощу за 4 часа? Да? То есть как-то вот человеку мы даем то, что вот он обычно непривычно воспринимает, потому что кажется, что на это надо тратить годы. Это, как говорит наш тренер, это как матрица, это стереотип мышления, да? То есть мы привыкли по шаблону думать, это надо тратить столько лет, столько столько денег, да, вот. На самом деле я к этому отнеслась так, неужели я научилась петь эту песню, да боже мой, я не верю, а как же я добилась этого? И вот так начинается. Спасибо. Спасибо большое. Молодец. Спасибо, Саня. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Огромное спасибо. Спасибо вам. Спасибо, что я научился дышать заново, да? Огромное вам спасибо. Спасибо. Огромное спасибо тебе, дорогая.